Сегодня со мной на связи Хусейн Исханов, депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия второго созыва, руководитель чеченской двух русско-чеченских войн. Здравствуй, Хусейн. Добрый день, Татьяна. Вот сейчас принято говорить, что народ ни в чем не виноват. Виноваты власти, которые стравили, в общем-то, вполне прекрасных людей. А вот твое мнение, вообще это реально, что вот весь российский народ, сколько там, 140 миллионов, просто испортил Путин и его небольшое окружение? Или же все-таки есть вина каждого вот в этом преступлении, которое сейчас совершает Российская Федерация против соседних стран? Вообще вот эта тема, да, меня всегда интересует, как создают миф о том, что какой-то народ плохой, да. В данном случае будем говорить об украинском народе, который внезапно ни с того ни с сего стал этими бандеровцами, нацистами, националистами, не знаю, как их еще только не оскорбляют, не называют. То есть вот этими оскорбительными кличками российское руководство и пропагандисты пытаются очернить весь украинский народ. То есть замазать весь украинский народ и обвинить весь украинский народ в том, что происходит, в том, что Россия напала на Украину, убивает женщин, детей, бомбит школы, больницы и так далее. Когда в то же время напавшая сторона, да, пытается оправдаться тем, что народ не виноват. Вот Путин там виноват, остальные все нормальные. Все люди хорошие, а Путин вот взял это дело, все, имидж русского народа испортил. Дорогие друзья, это абсолютно не так все. Народ, любой народ, который напал, вообще совершил агрессию, да, и народ, который кормит эту армию агрессоров, народ, который производит оружие, одевает, обмундирование, транспорт предоставляет, ну все буквально, производит нефтепродукты, там, медикаменты, лечит и так далее. Вот этих варваров, оккупантов, они все являются военными преступлениями. Поэтому здесь нельзя говорить, что русский народ не виноват. Все, кто работает на военно-промышленных заводах, комплексах, все, кто сидит за компьютерами и управляет полетами ракет, все, кто там помогает со связью, буквально документации, все люди в парламенте, которые сидят в Госдуме, чиновники разного калибра, те, которые представляют вот это государство, и в том числе, я опять повторяю, этот народ, который платит налоги, на которые происходят вот эти боевые действия, убийства соседнего народа, все эти люди являются военными преступниками. И по окончании войны, как правило, это пример, есть Германия нацистская, да, при Гитлере, после окончания войны, после победы мирового сообщества над фашизмом, весь немецкий народ был вынужден отвечать за военные преступления своего руководства, именно Гитлера, да, потому что не один Гитлер воевал. Воевали немецкие солдаты, танкисты, артиллеристы и прочие, прочие, прочие. То же самое делают сегодня русские. А русские, я почему говорю, потому что ну, в составе русской армии воюет, конечно же, много других национальностей, насильственно удерживаемые вот эти малые народы, так называемые, которые не по своей воле воюют в этой русской армии. Но так как сама Россия, российское руководство называет оружие русским оружием, называет во славу русского оружия, да, вот эти все процессы, военные преступления, которые они совершают, то мы тоже будем поддакивать им и говорить, что это русское оружие, и все, которые держат это русское оружие, являются русскими солдатами. И неважно, какой они национальности. Поэтому все, кто добровольно ли или не добровольно служит и участвует в боевых действиях на территории Украины,
естественно, являются военными преступниками. Единственное, вот в этой всей игре, в этих преступлениях, чеченский народ имеет немножко другой статус. Это я хотел бы подчеркнуть. Несмотря на то, что Кадыров ну, как бы именем Кадырова его раскрутили настолько, что он якобы чуть ли не стал виновником нападения на Украину, чуть ли не он начал войну, там его генеральские звания ему понадавали, ордена, медали, все такое, для того, чтобы его как бы надуть как мыльный пузырь и выставить перед Путиным и перед русской армией, чтобы военных преступлений русской армии не было видно, а на переднем плане и на устах всех мировых СМИ было раскручено имя Кадырова и кадыровцев. Так вот, я хочу сказать, что кадыровцы и Кадыров будут отвечать за военные преступления абсолютно отдельно от чеченского народа. Чеченский народ и чеченское государство, Чеченская республика Ичкерия на сегодняшний день находится под оккупацией, под очень жесткой оккупацией. И как народ, оккупированный народ и оккупированное государство, после деоккупации, естественно, чеченское государство не будет никаких репараций платить украинскому народу, это должно быть понятно. Но другие народы, Татарстан, Башкортостан, там другие, Якутия, которые расплачиваются алмазами до сих пор, да, и ничего от этого не получают для себя. И другие малые народы, большие народы Российской империи сегодняшней, они, естественно, будут обязаны выплачивать репарации и восстанавливать все разрушенное Украине. И каждый человек, который платит налоги в Российской Федерации, все эти налоги будут уходить на репарации в Украину. Поэтому, когда и чеченцы говорят о том, что мы там чеченцы, и кто-то пытается нас обвинить, что мы воюем в Украине, или украинцы, которые нас пытаются обвинить в том, что мы принимаем участие или воюем в Украине, это немножко, знаете, натянутое дело, да, там чеченские какие-то ребята в небольшом количестве совершают преступления, мы от этого не отказываемся, но это другая категория. Они участвуют в русской армии, как русские солдаты, как русские полицейские. Ими управляет Москва, никак не чеченский народ, его полномочил именно Кремль, Москва управляет этими людьми, и поэтому за действия этих людей, естественно, будет отвечать Кремль и те люди, которые сами сегодня принимают участие в этой очень грязной войне, особенно грязной для чеченцев, для народа, который пережил две русско-чеченские войны, потерял 300 тысяч граждан чеченской, граждан не только чеченской национальности, там и русские были, и другие национальности, которые проживали. Но мы считаем их гражданами нашего государства. И поэтому мы считаем, что вот этот геноцид, совершенный над нами, над чеченским народом, достаточен для того, чтобы нас не втягивать в эти будущие потом разборки, да, будущие виновников военных преступлений в Украине. Мы сами являемся жертвами, чеченский народ является жертвой, огромной жертвой, когда мировое сообщество, закрыв глаза, смотрело, как убивают чеченцев, чеченцы мужественно защищали свое государство и свой народ. Но мы сейчас говорим не только о чеченцах, мы говорим о других народах тоже, говорим о Российской империи, которая участвует в этих войнах, участвует не просто как бы участвует, а именно навязала эту войну, совершила агрессию против украинского народа и самыми жесточайшими методами уничтожает, совершает геноцид над украинским народом, потому что само определение геноцид – это когда одна сторона по национальному признаку уничтожает другую сторону, другой народ. В данном случае мы видим четко, ясно из уст самих русских и власти русской, что украинцы являются там какими-то людьми, которых надо уничтожить. Даже после того, как было совершено нападение, бомбардировка больницы, вот в некоторых комментариях, видя, что больница, онкологический диспансер
попала российская бомба, русские комментаторы пишут там, что мало так и надо, все такое, поддерживают эти бомбардировки. Вот то, что коллективная ответственность граждан за любое действие правительства, это, мне кажется, именно э, достижение диктатуры, то, что человек не умеет включить свои мозги, а делает то и думает так, как ему велит телевизор. По сути, даже не Путин, там не приказы сверху, ничего, а это заносится с телевизора людям в голову. Это плюс диктатуры вот во всей политике. Я не знаю, возможно ли такое в свободном мире, на Западе, например, вот настолько одинаково оболванить всех людей. А вот давай я хочу вот спросить тебя как чеченца, а по чеченскому менталитету вообще вот возможно было такое, вот пусть не сейчас, сейчас чеченцы, наши современники тоже такая же жертва э, оболванивания телевизора. Вот. А, контузия телевизора, можно сказать. А вот вообще исторически у чеченцев, как это происходило? Они в каком-то преступлении обвиняли какого-то дяденьку, который там где-то кому-то приказал, или же человека, который это совершил? Но в чеченском обществе, вот особенно в старые времена, преступником или убийцей, неважно какого он ранга или какой должности, или кем он бы не был, считался человек, который непосредственно нанес ранение, смертельное ранение человеку именно своей рукой. Вот у нас есть такое на чеченском языке выражение «кюкбяхки». То есть это обозначает непосредственно, что вот эта рука, виновная рука, у кого вот эта рука виновата, ну как бы совершила преступление, этот человек и должен отвечать за преступление. Не тот, кто его послал, не тот, кто ему внушил, да, кого-то убить или что-то такое сделать, а именно сам совершивший преступление. Делалось это потому, что ну, над нами никогда, как известно, не было ни царей, ни князей, там, ни прочих дел. У нас не было судебной такой, в таком нашем сегодняшнем современном понимании судебной системы. У нас не было, ну, таких силовых структур, да, тюрем и так далее, куда можно было бы взять преступника за шкирку и посадить в тюрьму, чтобы он отсиживал там какое-то время. Но были другие методы наказания. Была смертная казнь, да, где человек, если совершил преступление, и причем совершил преступление умышленно, именно умышленно, тогда к нему вот, применялась смертная казнь в виде кровной мести. Если же человек совершил неумышленное преступление, то там разбирались старики, там религиозные деятели, то есть этого человека могли абсолютно не упрекать, не убивать, ничего там с ним не происходило, он жил как жил, ну, немножко какие-то ограничения в правах он, естественно, имел, да, он обязан был помогать, если его не убивали или кровная месть к нему не относилась, он должен был помогать, всячески помогать, уважать и, ну, помогать, в принципе, по большому счету, родственникам, прямым родственникам вот этого убитого им человека, да, неосознанно или как-то там нечаянно убитого человека. То есть он должен был все время быть начеку, все время быть полезным для этих людей, чтобы они не подумали, что он игнорирует их. Вот это было одна из таких наказаний. Другое наказание было изгнание из села, да, из села или из вообще республики, из страны обитания чеченцев, людей, просто этих грязных людей, которые, ну, чеченцев, которые вели себя очень плохо, совершали какие-то грязные вещи, да, преступления, их просто изгоняли. Изгоняли на чужбину. Они не имели права жить вот среди чеченцев. И вот такого рода наказание применялось у нас в то время, да, и люди понимали, что вот эта ответственность, ответственность совести, ответственность перед народом за содеянное, да, каждый человек, когда думает, прежде чем что-то совершить, что это совершенное им может прийти в его дом, как в виде мести и так далее, то
Здесь человек 100 раз подумает, стоит ли совершать преступление или нет, тем более, что он никак не может избежать наказания потом. Пока проходят годы, все равно когда-то этот человек получает свое наказание. А, я, а, эти с одной стороны, да, вот если применять вот эти методы наказания, как это было в старые времена, то я эти методы кровной мести одобряю. Но сегодняшняя ситуация совсем другая. В сегодняшней ситуации вот эта кровная месть, которую сегодня там пытаются как бы сказать, что это чеченская кровная месть, это абсолютно не то, это совершенно другое. Это уже такое же преступление, которое совершает этот человек, который убил другого человека. Потому что здесь уже не становится, не разбирается, там виновен человек, который убил, случайно он убил этого человека, или же он ли это убил, да, там нету расследования, да. И поэтому во многих случаях страдают близкие этого человека, совершившего преступление, или там нечаянно совершившего преступление, потому что нету должного расследования. И люди, сегодняшние люди, подверженные вот этой русификации, да, или как бы советизации, они не заботятся о завтрашнем дне, не заботятся о своей чести, достоинстве. Они просто пытаются отомстить на абсолютно невинном человеке, но лишь бы он по крови был родственником того, кто совершил это преступление. Это абсолютно неправильно, с одной стороны. С другой стороны, если бы эти кровная месть, да, наша чеченская кровная месть была бы и в отношении военных преступников других национальностей, там русских солдат, например, да, которые 300 тысяч человек убили на нашей территории, то это я вообще бы одобрял, потому что я знаю случаи, когда, ну вот такой яркий пример, Романов Антонов, все знают, генерал Антонов Романов, или Романов Антонов, который в городе Грозном под туннелью взорвали. Вот этот Романов Антонов был тем генералом, командовал подразделениями, которые 2 раза стерли, уничтожили там очень много людей в селе Самашки. Вот знаменитое село Самашки чеченское в 95 году. Вот эти подразделения под командованием Антонова, Романова а, проводили зачистки, сжигали людей там в подвалах, сжигали гранатометами, убивали, там, пытали, то есть вешали там детей даже. Все это зафиксировано, везде есть документы на это дело. И здесь в данном случае вот Романов Антонов не под своей фамилией был. Он был генерал Антонов, а потом уже выяснилось, что он генерал Романов. А его фамилия по должности была Антонов, потому что он боялся кровной мести, да, и взял другую фамилию для того, чтобы совершать преступление и чтобы месть не дошла до него и до его каких-то близких родственников. Но со временем эта фамилия всплыла, получилось, что он, оказывается, генерал Романов Антонов. Также были генерал Змеев, там, я уже подзабыл кое-какие фамилии, но помню, что все генералы и высшие чины, там, полковники, да, они носили фамилии по должности, они не были под своими фамилиями. Точно так же, как военные летчики, вертолетчики, ну, вот эти люди, которые могли легче попасть в плен, они носили тоже двойные фамилии для того, чтобы скрыться или скрыть истинные свои адреса домашние или там своих родственников. Я вот почему-то сейчас вспомнила, в Украине российские солдаты, даже солдаты рядовые, не только какие-то там командный состав, закрывают лицо балаклавой. То есть они осознают, да, что они преступники, что они совершают преступления, боятся, что их настигнет возмездие. Так получается, и у вас также было. Меняли фамилии, осознавая, что они преступники. Ведь если человек не совершает ничего плохого, он же не будет скрывать лицо. Ну, это пошло именно от нас, да, именно из опыт русской армии в 2 русско-чеченских войнах, которые все же там какие-то единицы были преследуемы, и были запросы даже вот этой кадыровской администрации в российские военные архивы
об участниках военных преступлений Чеченской Республики. В один период было очень много запросов, и потом Россия запретила давать ответы на эти запросы, вернее, на военных преступников. И поэтому даже милиция в Москве, да, там, казалось бы, нет войны, но когда на демонстрации выходят люди, и против них выходят ОМОН, Росгвардия, они все закрывают лица, чтобы вечером в Кстати, да. подъезде их не поймали и пинка не давали. То есть они это делают, это идет из русско-чеченских войн. Это опыт, ну как для них тоже, это опыт своего рода русско-чеченских войн, когда они поняли, что надо закрывать лица для того, чтобы в будущем, да, даже после войны, чтобы не могли их опознать там по фотографиям, по каким-то именам. Сегодня в Украине то же самое происходит. Все русские пытаются закрыть лица, чтобы не быть узнанными. Это есть, да. Вот я хотел вот случай этот про самолет рассказать. Как ты рассказывал про самолет, да? В 95 году, как такой яркий пример, в Сержень-Юрте был из пулемета нашими ребятами сбит самолет Су-24, кажется, штурмовик российский. Но там, видимо, летчик был немножко выпивший, что ли, слишком куражил, там пикировал, и его с пулемета сбили, он врезался в землю. Летчик погиб, и когда начали вытаскивать документы из карманов, оказалось, что у него в карманах лежит два удостоверения личности. Одно на имя Прокофьев, не помню сейчас фамилию, то ли Прокофьев, что-то такое, фамилия какая-то. А второе удостоверение, да, Джанибеков или Джанцимбеков, что-то такое, напоминающее казахскую фамилию. То есть в случае пленения, да, он должен был, как бы по логике, уничтожить одно удостоверение и оставить второе удостоверение, которое совсем не он, которое другой национальности человек. Там мог бы он сказать, у меня папа казах, там мама русская и так далее. То есть увести след на свою совсем другую сторону. А также вот в его бумажнике, что интересно, лежали два билета в театр. Лежали два билета в театр и квитанция о том, что на какой-то парковке, видимо, возле этого аэродрома на стоянке стояла его машина. Тоже квитанция, что он там оставил эту машину. Но в театр в этот вечер, естественно, он не пошел и на машине больше не покатался. Но это такой яркий пример, что эти люди боялись, именно боялись вместе, именно вот эта пропаганда, не пропаганда, наверное, легенда, да, что чеченцы мстительные, и давала повод им прятаться. А кто им мешал вообще не совершать преступление? Вот вопрос. Но это Интересно жить? просто невозможно не совершать преступление, Татьяна. Россия – это империя. А Россия империя, если в Российской Федерации, где все народы, кроме русского народа, насильственно удерживаемые, да, то как только будут поползновения к демократии, эта Российская империя развалится сразу. Все народы разбегутся. Мы видели это в 90-х годах, когда начали суверенитеты, там, самостоятельность провозглашать. То есть здесь в данном случае то же самое. Для того, чтобы удержать эту империю в этих границах, которые сегодня существуют, России необходимы войны, локальные, международные, любые войны, для того, чтобы сплотить этот народ, замазать их кровью, да, чтобы некуда им было идти. И чтобы вот это руководство могло ну, жить 20-30 лет, находиться у власти несменяемо. Вот для этого это делается. Даже другие, если придут к власти, Ходорковские, там какие-то Каспаровы, неважно какая фамилия, придут после Путина, ну там после путинская свободная Россия, мы же видим, там русские, новые русские, как в Европе здесь ходят, всякие собрания делают. Любой, кто придет к власти в этой Российской империи, будет обязан быть Путиным. Потому что других, во-первых, у них нету, да, других мамки не рожают, а Путин у них навалом. И любой человек, который сядет на русский трон на сегодняшний день, он будет обязан быть Путиным. Иначе, я говорю, малейшее вот уздечку отпустят, да, и эти народы разбегутся, и никто их потом не соберет. Вот именно это является причиной того, что Россия постоянно воюет.
Кстати, интересное замечание. Все это очень мне напоминает ОПГ, банду гангстеров или еще что-то в этом роде. Правильно? А так, так, Навязывание Татьяна, кровью, замазывание кровью. Держатся вот это все сборище именно на вот этом вот крещении кровью и на постоянных ограблениях, нападениях или еще на чем-то таком. убийствах Да. тех людей, которых они считают предателями, Литвиненко, например, да, Вот. или тех, То кто есть и против общего них пошел, предателя, который тоже сплачивает. Анна, да, Анна Политковская, там, Щекочихин, там много людей, которых они убили и которые критиковали этот режим. А он чисто бандитский, он реально бандитский режим. Только в бандах вот такая иерархия бывает. Когда старший банды сидит, вот в тюрьмах, паханы бывают там в тюрьмах, да, и никто в камере, кто сидят, они не смеют слово сказать против пахана. То есть в России точно такой же паханат. Сразу находятся люди, этому пахану не надо вообще говорить, что этого надо убить, этого расстрелять, этого там повесить, да, как Березовского, там другого. Достаточно, чтобы он сказал, что этот человек мешает, он критикует, и найдутся всегда люди, которые с удовольствием, чтобы выслужиться, пойдут и убьют человека. Они Принесут ему на день находятся, они это рождения совершают. голову, как они Да, быстро и это просто. есть режим банды, это никакое не государство. Российская Федерация – это есть самая натуральная банда, и кремлевская банда, и народ, который вот, как бы обслуживает вот эту банду, ну, участники, как бы соучастники всех преступлений. К сожалению, моя идея вряд ли найдет свое это реальное воплощение, но если бы каждый человек отвечал, реально отвечал по закону за преступление, которое он совершает, якобы по приказу сверху, по присяге, по исполнению устава, если бы он реально за это отвечал, а, кстати, в каждой стране, по-моему, есть в законе именно вот такая статья, в российском законодательстве это статьи 354-353, вот, даже там еще 356 есть, именно вот они не работают. Если бы человек... Не закон о неисполнении преступных приказов, Да. кажется, да? Нет, это другой. А Это другие? 353, 354, это за разрабатывание войны, за ведение войны, за пропаганду войны. До Ну, 20 лет. власть сама себя не будет же наказывать, это, Вот конечно. именно. А мне не рабочие эти статьи с самого начала, наверное, были нерабочими. Но если бы Ну, каждый солдат знал, что убив такого человека, а солдат украинской армии это такой же человек, который он не имеет права убивать. Он украинец, он мирный гражданин, который вынужден надел на себя форму военную, чтобы защищать свою страну. Приходит вот преступник из-за границы, при том, что если один он приходит, человек, его ловят на границе и сажают в тюрьму, но если их приходит целая армия, в итоге почему-то им все сходит с рук. Вот это я считаю несправедливо. ну, здесь, знаешь, вот я как долго думал, да, как спасти Россию, да, как сделать так, чтобы в России, ну, вот, прекратились вот эти нападения на соседние государства, чтобы народы Российской Федерации имели равные права, да, чтобы все народы там Российской Федерации имели права равные, чтобы жили нормально, все такое. А, Это не произойдет до тех пор, пока титульная нация или государство, образующие народ, русские, да, не обретут своей русской национальной республики, то есть той территории, за которую они будут отвечать, которая будет являться их родиной. Именно территория, вот, ограниченная какими-то границами. На данный момент, да, русские живут везде, на Кавказе, в Татарстане, везде они живут, но у них нету своей республики, поэтому им нечего болеть, не за что болеть. А когда, например, мы, чеченцы, болеем за свою Чеченскую республику, за свой народ, за имидж своего народа, да, вот нас оболгали, нас, мы говорим. Татары болеют точно так же, там другие народы болеют точно так же за свой имидж.
потому что они живут на определенной территории, называемой там национальной территорией, называемой национальной республикой. В данном случае русской национальной республики просто не существует. В этом вся беда. Вот когда будет русская народная республика, или как-то ее назовут по-другому, да, и когда эти русские станут хозяевами, истинными хозяевами своей земли, не Кремля, а именно вот сами будут управлять своими землями, богатствами, которые на этих землях есть, да, распределять между собой, между русскими эти богатства, вот тогда будет порядок, тогда будет какая-то гармония на вот, хотя бы между соседями. Потому что на сегодняшний день происходит грабеж. Грабеж всех республик и во имя русского народа. Это делается как бы от Кремля во имя русского народа, но на самом деле русский народ вообще ничего не получает. Русский народ самый бедный, самый незащищенный народ на территории, вот комично звучит, но на территории Российской Федерации русские самые беспомощные, самые бесхребетные и самые незащищенные. Если другие народы живут у себя дома, в национальных республиках, худо-бедно как-то цепляются за жизнь, как-то цепляются за свою землю, то этим людям, в случае даже, вот как было с Чеченской республикой, в начале 1994 года, когда у нас началась Первая русско-чеченская война, многие русские вынуждены были покинуть из-за войны нашу республику, выехать в Россию, да, но их как принимали, там, по свидетельству очевидцев, переселенцев, их вообще там за людей не считали, их обзывали чеченцами, их обзывали буржуями, их не хотели принимать в селах, постоянно гнобили, да, там, унижали, то есть ничего не выплачивали, никаких пособий. Эти люди были намного ущемленнее, чем местные жители, которые, те же русские, которые живут в своих уже давно в своих селах. Могу только добавить, что я-то живу в Узбекистане, и многие мои знакомые переехали на Российскую Федерацию. Но сейчас живут в Татарстане, в Башкортостане, в Сахе, в других республиках. То есть я им тогда еще сказала, я говорю, ну вот развалится федерация, и что вы опять окажетесь где-то. А другого некуда. Ехать больше никто не знает, где это Российская республика. Ну вот мы Уже можем везде опять чужие. хороший пример привести еврейский народ, да? Прекрасный пример. Евреи жили во всем мире, в Советском Союзе, в Америке, везде, там, в Австрии, везде. Они жили везде и всегда были преследуемы. Вот в Австрии, здесь, где я живу, да, есть на каждой, если по улицам походить в центре, особенно в центре города, в Германии я тоже видел, перед подъездами домов, жилых домов, в которых раньше семьями жили какие-то евреи, и потом уже фашисты расстреливали, их на улице выводили, расстреливали, то диаспоры еврейские там перед каждым подъездом сделали такие медные, ну, латунь, скорее всего, ну, медные плиты такие, да, небольшие, где написано имена людей, которых расстреляли из этого подъезда, да, это в Вене есть, в Германии я видел тоже. То есть память об этих людях. То есть эти люди, да, не были защищены, они жили в Германии там много-много лет, может, веков даже, да. Ну, пришли какие-то сволочи к власти, и все, этих людей начали уничтожать. Точно так же в Чеченской республике. Вот началась война, куда этим людям деваться? И некуда деваться. Но евреи, создав израильское государство, вот получили защиту. За их спиной, да, где бы они сегодня ни находились, стоит государство, которое обязаны защищать и защищает своих людей. В случае опасности любой еврей может раз подняться и уехать к себе на родину, да, и жить там среди своего народа, худо, бедно, там каким-то образом, но это свой родной народ, среди которого ему будет более уютно, чем среди людей, которые их там притесняют, да. Точно так же и с русскими. Надо определиться, надо, по примеру евреев, создать себе национальное государство, и в случае опасности, чтобы у этих людей была возможность вернуться именно на Да, свою где не родину. Ни в скажут тебе, что ты Татарстан, ни в кто-то. Якутию, ни в Чеченскую республику и так далее. А где не скажут тебе, что ты здесь чужой, что ты здесь не нужен. Я ни разу не слышала, когда евреи, у меня тоже знакомый есть, кто туда переехал, евреи.
Вот. Ни разу никто им не говорил, что вы здесь никто, вы здесь не нужны. Понаехали, не Ага, говорили. понаехали, езжай своя там, Узбекистан, Россия, куда угодно. Нет, наоборот. Моя знакомая, которая туда уехала, она уехала с 2 детьми, матерью-одиночкой, и ей дали квартиру бесплатно. У нее дети пошли в садик, в школу, все было бесплатно. Ей предоставили работу приблизительно такую же, какая была у нас здесь, с прекрасной оплатой. Она смогла содержать, выучить своих детей. Ну, в общем, живет она прекрасно. Это свое государство. Вот это все плюсы. А, к Да, сожалению, когда это равносильно тому, что человек, у которого есть дом, это нормальный человек. У которого нету дома, это человек бездомный. Элементарно, чисто бездомный бомж. И также и народы, у которого нету своей республики, эти люди бомжи. По-другому, как их называть, что можно? к сожалению, наше время подходит к концу. Тема очень интересная, очень длинная. Тут говорить и говорить на эту тему можно. Ну, в общем, скажу в заключение только одно, что если бы ввели персональную ответственность каждого человека за преступления его страны, мне кажется, этих преступлений было бы намного меньше. Человек, Да, который балаболит, ой, этих хохлов, этих бандеровцев, этих бандеровцев, надо убивать, мы мало их убиваем, вот как ты процитировал вначале, он бы трижды подумал о своих словах. Стоит ли так говорить? До свидания. До новых встреч. до свидания, спасибо, Татьяна.